Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. В начале выпуска вкратце о главных темах. От улыбки станет всем теплей. Основной фактор, влияющий на нашу эффективность, это доброжелательность, улыбки. С какими результатами отрасль строительства и ЖКХ республики встречает свой юбилей, узнал Дмитрий Аренин. КамАЗ-чемпион. В Казанском Кремле чествовали победителей международного ралли «Дакар». Моменты торжества увидел Ирамиль Шайдуллин. Неприятное соседство. Потом все это будет таять, мы всем этим будем, естественно, дышать. Почему под окнами жильцов одного из казанских домов выросли горы снега, расскажет Рамиль Галиуллин. Песни, знакомые в каждом доме, национальная мелодика и книга. Подразумевает, что ассоциируется со словом «милли» и что близко к сердцу каждого татарина. С презентацией национального радио «Китап» Айгуль Бадрудинова. Хорошо, что в строительстве удалось сохранить объемы до пандемийного года. Плохо, что остаются проблемы в сфере ЖКХ. Сегодня с участием Рустама Минниханова и федеральных чиновников на коллегии Минстроя Республики подвели итоги 2020 года. Несмотря на ограничения, эта отрасль не прекращала работу и стала одним из локомотивов экономики. Вместе с тем обнажились и новые проблемы. Нехватка кадров, ветхие коммуникации. Горячей стала и тема отопительного сезона. Что советуют из Москвы и кому нужно сделать выводы в Татарстане, расскажет Дмитрий Аренин. Самое главное, мы сохранили объемы 2019 года. В год пандемии стройиндустрия республики свою работу не прекращала. Ее драйверами стали национальный проект «Жилье и городская среда» и нормативные послабления. Часть СНИПов и ГОСТов после обращения Татарстана к федеральным властям стала рекомендательной и была упрощена. Благодаря этому удалось сохранить объемы построенного жилья. Сейчас по этим показателям Татарстан первый в Поволжье и пятый в стране. То, что происходит сегодня в республике под руководством Рустама Нургалиевича, оно показывает, как не просто на бумаге, но как в жизни необходимо делать для того, чтобы люди потом просто говорили спасибо. Особенно показательной в этом плане стала президентская программа «Наш двор». За первый год реализации в Татарстане благоустроили более 1000 дворов. И это треть того, что сделали во всем Поволжье. Я понимал, что первый год он будет непростой, но мне кажется, за прошлый год мы получили огромный опыт. Венера, поэтому газуйте больше, не сбавляйте обороты. Двор это каждый день. Это настроение людей. Настроение должно улучшиться и у обманутых дольщиков. Все долгострои республики завершим к концу этого года, обещает министр строительства, для которого эта коллегия стала первой в новой должности. В 2020 году, в том числе благодаря республиканским механизмам, было сдано 7 объектов для 398 дольщиков. Одно из последствий пандемии – нехватка кадров в отрасли. Из закрытия границ не досчитались каменщиков. Отсюда новая задача – больше и лучше готовить своих специалистов. Так, работой Казанского архитектурно-строительного университета президент остался доволен. Здесь учебу совмещают с научными исследованиями. Это высокопрочный бетон, мелкозернистый песчаный. Это цементы низких потребностей и высокомодульный полимер композитной арматуры. На фоне успехов в строительстве хромает республиканская сфера ЖКХ. Треть сетей ввода и теплоснабжения нуждаются в замене. К сожалению, почти каждое третье предприятие в отрасли жилищно-коммунального хозяйства остается убыточным. Небольшая рентабельность не позволяет предприятиям отрасли тратить значительные средства на обновление основных фондов. Этой сфере Рустам Минниханов поручил уделить больше внимания. Сейчас главное без аварий и жалоб от населения провести отопительный сезон. Все случаи, проблемы, которые у нас возникают, каждый раз меня информируют, но в этом году что-то мы имеем много проблем, особенно показания. Все надо будет проанализировать эту ситуацию. Значит, то тепло, то вода, то труба. Чтобы дела в ЖКХ стали лучше, федерал советует больше внедрять современных энергосберегающих технологий. Это можно делать не только на домах, это можно делать на любом муниципальном здании.
В Европе, например, уже давно существуют, в том числе и детские сады, и школы, которые работают от альтернативных источников энергии, тем самым экономятся, в первую очередь, муниципальные деньги. Это тоже надо считать. Также важным вопросом для строительного комплекса остается разработка и утверждение генпланов и правил землепользования и застройки поселений. Еще и задач на будущее – продолжение программ капремонта и переселения из аварийного жилья. Дмитрий Арин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Прокуратура Казани начала проверку по факту отравления 3 детей угарным газом. Инцидент произошел минувшей ночью в доме на улице Солидарности. Пострадали мама и 3 сыновей, младшему из которых нет и года. Детей с диагнозом отравления угарным газом средней степени госпитализировали в ДРКБ. Сама женщина от медпомощи отказалась. Это 2-й подобный случай за ночь. В 14-м доме по улице Годовикова пострадали молодой человек и девушка. Их с отравлением госпитализировали в 7-ю горбольницу. В квартире одного из домов по улице Солидарности города Казани отравились угарным газом женщина, а также 3 ее несовершеннолетних детей. По данному факту Следственный орган Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из нашего окна свалка снежная видна. С такой жалобой к нам в редакцию обратились жители одного из казанских домов на улице Космонавтов. Возле их многоэтажки днем и ночью складируют снег. Местные жители весной ждут экологической катастрофы или как минимум потопа. Законно ли вывозят снег и правда ли, что в Казани не хватает санкционированных снежных свалок? В ситуации разбирался Рамиль Галиуллин. Почему именно здесь, мы так и не понимаем. Там, куда несколько дней назад Алина Мараева вместе с ребенком выходила гулять, теперь завалы снега. По словам жильцов, горы под их окнами выросли 3 дня назад. Мы заметили, как у нас КАМАЗы начали завозить грязный снег, и потом все это будет таять, мы всем этим будем, естественно, дышать. Вот та самая вереница из грузовиков, снятая местными жителями. Жалуются, свозят со всей Казани и днем, и ночью. Грязного городского снега здесь накопилось несколько метров в высоту, практически до макушек деревьев. При желании до них можно дотянуться руками. Деревья уже завалены грязным снегом с реагентами, что уже нарушение экологических норм, считают местные. Это же, по сути, загрязнение окружающей среды. Думаю, что это неправильно. Как отметили в исполкоме города, эта территория одна из 17 для временного складирования снега. Их количество увеличили из-за последствий мощного снегопада. Все 7 снегоплавильных пунктов перегружены, говорят в Комитете внешнего благоустройства. Этой ночью на Космонавтов вывезут последнюю партию снега. Мы приносим извинения жителям города, то есть жителям данного дома за причиненные неудобства. Надо потерпеть немного, потому что если не вывозить снег, город просто у нас будет завален. По словам экологов, к местам для складирования снега есть ряд требований. Площадки не должны быть больше 3000 квадратных метров и не размещаться в водоохранной зоне. Снег, вывозимый туда, не должен содержать строительные и твердокоммунальные отходы. Место у дома на Космонавтов 44 соответствует этим нормам. Этот вопрос остается на контроле у экологов. На всех местах исполнительным комитетом города Казани установлены ответственные лица, которые должны следить за санитарно-надлежащим состоянием данного участка. После того, как снег вывезут, специалисты Минэкологии проведут анализ почвы. В случае нарушения предусмотрены штрафы до 250 тысяч рублей. Как говорят экологи, в эту снежную пору для них горячая пора. С начала года уже обнаружено 16 незаконных свалок. Рамиль Галиуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Как отразится нынешняя зима на будущем урожае в Татарстане, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Почти 1 000 000 рублей за 50 гектаров в столице в Советском районе Казани начался процесс по делу о посредничестве в передаче взятки. По версии следствия, обвиняемая стала посредником между казанцем, который хотел получить землю в поселке Каяшлы, и лицами, которые якобы должны были передать взятку чиновникам исполкома Казани, администрации Приволжского и Вахитовского районов. Звенья коррупционной цепочки изучил Салават Мухаммадуллин. Зачем нужно личность показывать? Рассмотрение началось с просьбы удалить журналистов из зала. Но заседание открытое, а потому судья разрешил освещать процесс. Суд над Флюрой Сарваровой. Ее обвиняют в посредничестве в даче взятки. По версии гособвинителя, в 2017 году на нее вышли люди, которые хотели получить 50 гектаров земли в поселке Куёшла. В этой цепочке были задействованы как минимум 6 человек. И деньги передавали частями. Сообщила Киамеддину, что для решения вопроса о предоставлении собственности Мустафина земельного участка ей нужно будет передать 820 тысяч рублей
в качестве взятки, которая необходима для дальнейшей передачи должностным лицам Исполнительного комитета муниципального образования города Казани и администрации Приволжского и Вахитского района города Казани. Сегодня подробно эту историю описал свидетель Киямуддинов. Он отказался давать показания на камеру. По его словам, именно от него подсудимая получала деньги. Далее включалась вся цепочка. В ее финале, как утверждает гособвинитель, часть денег обвиняемая оставляла себе, другую часть передавала знакомой, которая обещала отдать их чиновникам. Прошло 7 месяцев, обещанной земли все не было. А в декабре будущий землевладелец с посредником вместе приехали к ныне обвиняемой. Я говорю, сколько прошло, уже 2 недели говорили, какие сроки, или пусть деньги возвращает, или что-то там должны сделать, правильно? В итоге Мустафин остался и без денег, и без земли. Вопрос: дошли ли деньги до адресата, до сих пор открыт. Но Сарварова виновной себя не признает. То, что брала, все передала и оказалась козлом отпущения. Вы не считаете себя виновной? Нет. Это было только первое заседание. Даже исходя из допроса свидетеля, я-то больше знаю, в общем, чем пресса. Что там было на предварительной следствии, какие он дал показания, к нему очень много вопросов. Ну, я бы хотел на настоящем этапе воздержаться от каких-то комментариев в интересах своей подзащитной. Сегодня по итогам допроса свидетеля стало известно, что в этом деле фигурируют как минимум 6 человек. Так что процесс продолжается. Следующее заседание состоится 24 февраля. Салават Мухаммадуллин, Адель Медубаев, ТНВ. Казань. Генеральная прокуратура России выявила в сети интернет-призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях 23 января. В связи с этим принимаются меры прокурорского реагирования. Об этом говорится на сайте ведомства. Прокуратура потребовала от надзорных ведомств ограничить доступ к противоправной информации. А лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. И сегодня в Татарстане Следственный комитет возбудил уголовное дело за распространение призывов к массовым беспорядкам на незаконной уличной акции 23 января. Статья предусматривает лишение свободы до 2 лет. В материалах дела говорится, что злоумышленники не только призывали присоединиться к незаконному шествию, но и составили инструкцию, как скрывать лица и оказывать сопротивление представителям власти. Свою обеспокоенность этими призывами сегодня высказала и председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева. Сюда в эти дни поступает много звонков от встревоженных родителей, чьих детей в соцсетях призывают к участию в незаконных мероприятиях. Я разделяю обеспокоенность этих родителей на самом деле. И хотела бы, чтобы все-таки ребята молодые все-таки прежде всего думали своей головой. Вот провокаторов немало, но провокаторы, они на то и провокаторы. У них есть и спонсоры, и укрытие. Они точно не пострадают, а вот те, кто примут участие в незаконных митингах, они просто подставляют людей. Вот как бы подлость этой истории в том, что организаторы, они спрячутся, а вот ребята молодые, ведь в конце концов могут их остановить, потому что есть милиция, общественный порядок будет охраняться. Несанкционированные, неразрешенные митинги, никто, как говорится, на них равнодушно тоже смотреть не будет. Спасибо за красивую гонку. 18-кратных победителей Дакар КамАЗ-Мастер сегодня чествовали в Казанском Кремле. Рустам Минниханов вручил им благодарственные письма и медали столетия ТССР. Как заметил президент, за все годы КамАЗ приучил республику к победам. Не подкачала «Синяя армада» и в этот раз. Подробнее о президентском приеме команды чемпионов Рамиль Шайдуллин. Гордимся. Ими гордится как вся республика, так и вся страна. КамАЗ-Мастер – 18-кратный чемпион Дакара. Вы приучили нас и вообще к победам на Дакаре, и мы не сомневались в вашем триумфе. Хотя мы видели, насколько плотная была гонка, сложная, плотная. Буквально вчера они преодолевали дюны в Аравийской пустыне, сегодня их чествуют в Кремле. И они единственные, кто не в классических костюмах, а в своих узнаваемых формах. «Синяя армада» всегда в синем. И мы были безумно горды тем, что вдали от родины, в Саудовской Аравии, на этом легендарном марафоне, на церемонии подиума,
звучал первым гимн России. Дмитрий Сотников – абсолютный победитель ралли. Рустам Минниханов поздравляет его первым. Мы, конечно, счастливы и переполняем гордость за то, что получаем такие высокие оценки от президента Татарстана. Ему очень близок автоспорт, и он каждый год к нам приезжает на проводы и всегда оценивает наш автомобиль. Антон Шибалов отметился не только блестящей гонкой, но и столкновением его КАМАЗа с вертолетом. Причем сам момент пилот и не почувствовал. Шумно очень в кабине, от посторонних шумов. И увидели, что он улетел уже на финиш. Приехали на финиш, увидели вот эти повреждения на нашем автомобиле. Но это был только пластик. И вот Бедуин снова приехал в Казань. В этом году не один и не два, а сразу три. Золотой, серебряный и бронзовый. Ведь именно КАМАЗ занял весь пьедестал. Награды получают не только пилоты, но и вся их команда. Механики, штурманы. Они внесли не меньший вклад в победу. Следили и за маршрутом, и за машиной. Бывают круглые камни, бывают прямоугольные, бывают острые, как лезвие. Нужно подобрать именно то давление, при котором обеспечивается максимальное сцепление. Гульнур Набиуллина тоже в их команде. Ее задача, чтобы гонщики были сытыми и полны сил. Она главный повар команды. Все питательное, все, к чему они привыкли. То есть борщи, щи. А это награда уже от самих камазовцев. Они дарят Рустаму Минниханову фотографию, сделанную сразу после награждения на Дакаре. Да, мы ее поставим на заходе, чтобы все видели, кто победит. Дальше 18-кратный чемпион отправляется готовиться к следующим соревнованиям. Впереди шелковый путь, где синей армаде тоже почти никогда не бывает равных. Рамиль Шайдуллин, Шад Мухаметов, ТНВ, Казань. Все записи актов гражданского состояния Татарстана, начиная с 1926 года, оцифрованы. Так, в единый госреестр ЗАГС республика передала 12 миллионов 900 тысяч записей. Об этом говорили сегодня на коллегии управления. Интересно и то, что каждая 20-я запись была составлена на татарском языке с использованием арабского или латинского алфавита. По итогам 2020 года Татарстан занимает первое место в округе по зарегистрированным актам о рождении. Причем больше половины от всех малышей – это вторые и последующие дети. Еще хорошая новость. Низким в республике остается и число разводов. Цифра по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 15%. Нам этот тренд, эту ситуацию необходимо сдерживать. Вместе с тем это налагает на нас определенные обязательства, которые связаны с тем, что в республике увеличивается количество граждан старше 85 лет, старше 80. Это те обязательства, которые мы все вместе несем перед нашими родителями. Важным фактором стабилизации численности населения, формирующим перспективы для его дальнейшего роста, является рождение вторых и последующих детей. Именно такие дети по итогам 2020 года составили 61% от общего числа родившихся в республике. После новогодних каникул в республике возобновили работу мобильной поликлиники. На этой неделе передвижная бригада РКБ работает в Алькеевском районе. Из столицы в самые отдаленные села приехали востребованные специалисты – кардиологи, неврологи, хирурги, эндокринологи. Напомним, работа выездных бригад организована по поручению президента Рустама Минниханова. Как записаться на прием, расскажет Елена Веселова. Местная жительница Расима Бурганова здесь уже не первый раз. В прошлом году была у этого же врача. Специалист направил ее на операцию в Казань. Сегодня повторное обследование. В районную больницу попасть нам все равно трудно попасть. Все равно очереди. А здесь лучше. Пришла, например, сразу записалась и сразу к врачу попадаешься. И потом на УЗИ. В течение недели сюда приезжают различные специалисты, которые нужны жителям района. Сразу можно пройти несколько врачей и даже диспансеризацию. Можно сделать и УЗИ, и сдать анализы. Районные врачи заранее обзванивают жителей села и записывают их на прием. Определяем заранее список врачей, которых необходим. Но в основном это узкие специалисты. Востребованные – это эндокринолог, кардиолог, невролог, сосудистые хирурги. Наша главная задача – это доставка высококвалифицированных специалистов нашего узкого профиля в отдаленные деревни, населенные пункты нашего Татарстана. За день здесь принимают до 100 человек. В течение этой недели планируют принять около 400 пациентов. Большинство из них пожилые. Прием осуществляется в количестве 20 человек. По необходимости мы принимаем и больше. То есть женщины не записанные, но у которых острая необходимость
показаться врачу, потому что они могут уезжать в Казань. Поэтому в приеме никому не отказываем. Мы хоть и помоложе, нам тоже удобно. Вот пожилым еще удобней. Их довозят, говорят, вот на специальных машинах. Некоторые врачи до такой степени дотошны. Прям вот все смотрят, все расспрашивают, какие, чего, все анализы, все проверяют. После Алькеева мобильная клиника РКБ отправится в Спасский и Аксубайский районы. Такие бригады работают с 2019 года в рамках нацпроектов «Здоровье и демография». Елена Веселова, Йылдыз Халиуллина, Вадим Илларионов, ТНВ, Алькеевский район. Сегодня день памяти Владимира Ильича Ленина. Ежегодно к памятнику вождя в этот день коммунисты несут цветы. Сегодня делать это им пришлось в особых условиях. Напомним, памятник на площади Свободы в Казани на реконструкции, поэтому цветы и венки возлагали через строительные леса. Сам памятник на постамент вернули еще в декабре, но реконструкция продолжается. Точный срок окончания работ пока неизвестен. Это символично, что у нас площадь Свободы стоит этот памятник. К нашей радости нашей всенародной, идет реконструкция памятника Ленина. И мы ждем, может, весной, чтобы будет торжественно открыт этот памятник. Сегодня в Татарстане презентовали уникальный продукт – национальное радио «Китап», что в переводе означает «книга». Ранее оно вещало только через соцсети и мобильное приложение. Сегодня вышло на FM-волну. Как звучат стихи и проза в авторском исполнении, услышала и Айгуль Батрудинова. Песни, знакомые в каждом доме, национальная мелодика и книга. Под таким лозунгом радио вещает уже с мая прошлого года. Сначала через мобильное приложение. Сегодня, благодаря поддержке президента Татарстана, уже на частоте 98,6 FM. Акцент на литературу. 45% вещания будут составлять собственные программы, а аудиокниг с популярными произведениями татарской литературы пока хватит на 500 часов. Ну и какое же радио без песен? Песни этого формата полностью соответствуют понятию «милли» – национальный. То есть там должны быть какие-то национальные элементы, должна быть национальная традиция. Пока в редакции национального радио «Китап» трудится всего 3 сотрудника, но уже к концу года штат увеличится до 10 человек. В планах много новых рубрик, например, программы, посвященные детям, татарской кулинарии, язык, история, культура. Все, что интересует и вдохновляет татар, будет транслироваться через национальное радио «Китап». Накануне Рустам Минниханов презентовал радио «Китап» в своем инстаграм. Теперь книгу можно не только читать, но и слушать, поделился радостью президент. Китап милли радиосы Казанда. В каждый дом радио должно принести национальный колорит. Главная же цель – сделать богатое культурное наследие татар доступным и понятным для молодежи. Пока аудитория 35+. Мы, слава богу, уже прошли тот этап насыщения татарскими музыкальными радиостанциями. И запрос именно разговорного радио и смыслового радио. Наша жизнь, она очень такая плотная, да, и у нас нет времени читать книги, к сожалению. А тут появляется возможность пользоваться телефоном либо в машине. Через соцсети и мобильные приложения во всем мире радио слушает уже 15 тысяч человек. На FM-волне пока только в Казани. В будущем планируют охватить и другие города республики. Айгуль Батрудинова, Вадим Илларионов, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Будущее детей в их руках. 4-й год компания «Татнефть» реализует в детских садах проект «Открытие каждый день». Его цель – создать такую среду, где ребенок развивается как личность. Что удлинить? Нет, маленькую сделать. 5-летние Аяс и Риналь – будущие инженеры. Сейчас они достраивают свой первый в жизни мост. В будущем хотят построить такой же, но большой, и проехать по нему на своей машине времени. А из чего будет состоять машина времени? Из ящика и колес. А еще малыши в этом детском саду решают необычные ребусы, делают подделки, рисуют стенгазеты. Все это части проекта «Открытие каждый день». Развивается и речь, и математические представления, и естественный кругозор. Уникальная разработка. Мы очень довольны. И родителям нравится, и нам, педагогам, нравится, и дети в восторге. Проект реализуется 4-й год. Компания «Татнефть» ставит задачу воспитывать из детей настоящих личностей. Научились соблюдать правила, слушать других и заниматься. И хотя у малышей почти не остается свободного времени, каждую минуту они проводят с пользой. Внутри учатся мастерить, во дворе работать с командой. Проект, он поменял наше мировоззрение, он поменял наши привычки, раскрепостил наших воспитанников. Мы на своих детей смотрим с другого взгляда, с другого ракурса. То есть мы для них не наставники, мы просто для них
друзья. Сегодня в проект «Татнефти» открытие каждый день вошли все 90 городских и районных детских садов. Сейчас на средства компании продолжается оснащение необходимого оборудования. 50 пар новобрачных. Сегодняшний день для работников городского дворца торжеств в Набережных Челнах выдался насыщенным. Зарегистрировать свой брак пожелало рекордное количество пар. Такой ажиотаж объясняется красивой датой – 21.01.2021. Помимо этого, во дворце торжеств зарегистрировали 100-ю пару 2021 года. 20 числа августа 20.08.20 был никах. И на торжество тоже выбрали красивую дату. Также прогнозируется свадебный бум в августе 21.08.21. На эту дату уже подали более 30 заявлений. На этом все. Больше новостей в наших аккаунтах ВКонтакте и Инстаграм. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте! Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост», лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав, даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Прямо сейчас запишитесь на прием в «Доктор Ост» бесплатно. В Татарстане стало теплее, но погода по-прежнему нестабильна. И по данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ожидается облачность, небольшой снег. Синоптики обещают 13 градусов ниже нуля. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге к вечеру температура понизится, но ненадолго. Уже на выходных местами ожидается плюсовая температура. На севере республики, Багрызе, Менделеевске, Актаныше будет морознее, чем накануне. Минус 15. Облачная погода сохраняется. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, в Балтасе ненадолго вернется прохлада. Температура опустится до минус 17 днем. Местами снег. На юго-западе, в Болгаре, Дрожжаном, Буинске синоптики также обещают небольшой снег. Столбики термометров покажут 12 градусов ниже нуля. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше пасмурно, возможен снег, минус 13. После незначительного похолодания в республику придет тепло, притом стремительное. Уже во второй половине дня субботы температурный фон резко начнет повышаться, а осадки усилятся. Мечта о своей квартире станет реальной в жилом комплексе «Город-парк» Новые Горки от строительной компании «Грань». Квартиры с качественной чистовой отделкой в кирпичном доме. Телефон отдела продаж 2 677 677. Оцените все преимущества новых современных жилых комплексов от компании «Грань». Вам понравится здесь жить. Телефон 2 677 677. Да где они? Эти границы! Если делать по уму, в БТИ пора ему! Определение границ по закону. Понятные границы вашего участка с документами. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму. 23 января АО «БТИ РТ» проводит единый день бесплатной консультации по вопросам оформления недвижимости. Подробности по телефону 8 800 333 14 76. О погоде в столице. В пятницу в Казани будет облачно, небольшой снег. Ночью минус 14, днем 12 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный, слабый. Атмосферное давление в пределах нормы 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 85%. Магнитное поле Земли спокойное. И еще одна полезная информация. Избавьтесь от варикоза навсегда. Быстро и без боли. В клинике лазерной хирургии варикоза нет на Достоевского. Не берите в Новый год лишнего. Избавьтесь от варикоза. Новогодняя скидка на лазерное лечение до 20%. Скидка весомая, ножки легкие. Клиника варикоза нет на Достоевского. 212 20 40.